Татьяна Лиханова – хозяйка маленького придорожного кафе «Чайное» на 35-м километре Вилюйского тракта. Вот уже 7 лет в нем любят отдыхать водители, которые проводят за баранкой не один месяц в году. Люди, которым нужно где-то остановиться и перевести дух. В сфере обслуживания Татьяна работает уже много лет. Вначале у нее было придорожное кафе в Алданском районе, а после магазин в Якутске. Но их пришлось продать по семейным обстоятельствам. От хорошей жизни, наверное, не открываю свой бизнес, наверное, да? Потому что не хватает работы. У меня все-таки многодетная мать. Работу найти очень трудно в наше время. Как-то надо было их поддержать. Учиться им надо было. Вот и из этого я открыла. Пошла бизнес, в общем. 7 лет тому назад нашла одного человека по объявлению, что он продает тут придорожное кафе. Приехала, тут была совсем маленькая избушка, вагончик был. Начали работать, до сих пор работаем, клиентов много, я не жалуюсь, на жизнь хватает. Кафе «Чайное» работает круглосуточно. Электричество здесь заменяет дизельные станции, а газ привозной. Несмотря на эти трудности, Татьяна считает, что в городе открывать кафе нецелесообразно из-за большой конкуренции. А здесь, на Вилюйском тракте, она полноправная хозяйка. В подчинении у Татьяны 20 человек. Это рабочие, повара, посудницы и бармен. Готовят здесь большое количество блюд, как якутской, русской, так и узбекской кухни. Это у нас одна единственная повар. Зовут ее Анастасия. Ученица моя самая. У нас самая. Все продукты через нее идут. А что Анастасия готовит? Сейчас, в данное время, я готовлю бризоль. Вообще, что готовить? Вообще, что готовлю? Я готовлю первое блюдо, мясное. Все основные блюда. Работаем вахтовым методом. Приезжаем несколько дней. Сейчас я одна, поэтому у меня по-разному выходит дни. А так обычно по 10 дней работаю. 10 дней работает, 10 дней отдыхает. Наши клиенты любят селедку с луком, строганину, индигирку, строганина из жеребятины. У нас есть еще салат, это холодные салаты. Потом у нас идет оливье, якутяночку очень любят, она из мяса. У нас клиент в основном мясное блюдо любит. У нас все мясо делается. Клиенты кафе в основном, конечно, водители большегрузов. Иногда заходят и таксисты. Кафе у Татьяны хорошие, доброжелательное отношение к клиентам. Кормят вкусно, сытно. Сколько ездим по дороге, постоянно сюда заезжаем. С девчонками разговариваем, общаемся. Так что все нормально, все прекрасно. А какое ваше любимое блюдо здесь? Что часто заказываете? Чаще всего я беру потроха, лагман. А сейчас вот просто легкий завтрак, так будем говорить. Пирожки и кофе. А то что-то еду в дорогу, вроде как глаза залипают. Впереди большие планы. Строительство придорожной базы отдыха с баней и гостиницей для ее постоянных клиентов. Землю под строительство она уже выбрала рядом с кафетерием и оформила по программе «Дальневосточный гектар». Почему нет? Берите, работайте. Работ нету, можно работать. Почему нет? Можно и сельским хозяйством заниматься там. Можно и кафе построить? Можно и кафе построить, можно и баню построить, а почему и нет? Можно и все можно делать, если у тебя есть желание. Планируем много что строительства, но это же зависит от дороги, как дорога закончится. У нас сейчас федеральная трасса. Это пока в мечтах, мечтаем, не знаю, как финансы будут. Мы хотим строить, например, гостиницу, баню, чтобы отдыхали, бильярд играли, шахматы, телевизор посмотрели. Тут дорога всякая может быть, и ломаются, и таксисты ломаются. Пока жива, пока здорова, хочу работать. Это вижу, останется там, после меня кому оставить здесь. И внучки, и внуки, и дети, кто-нибудь займется, наверное. Мы же для них стараемся, не для себя. Мы уже свое прожили, свое работали, все имеем типа. Надежда Ефимова, Арнольд Тимофеев, ЕСЯ.